Депутаты приняли в окончательном чтении бюджеты 4 внебюджетных фондов на 2024 год. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам прогнозируется в сумме 71 миллиона рублей. Бюджет фонда социального страхования и охраны труда по доходам и расходам составит 197 миллионов рублей, а доходы и расходы дорожного фонда планируются в размере 130 миллионов рублей. Бюджет же пенсионного фонда по доходам и расходам составит 1 миллиард 565 миллионов рублей. Далее были рассмотрены изменения в Воздушный кодекс Абхазии, которые были представлены представителем президента в парламенте, министром юстиции Анри Барциц. Изменения, которые предлагаются, будут предусматривать, во-первых, совершенствование понятий, связанных с определением уполномоченных органов в соответствующих областях, установление обязательств прохождения персоналом медицинского свидетельствования, установление мер воздействия, которые могут быть применены к авиационной организации или индивидуальному предпринимателю в случае несоблюдения требований законодательства. Также вопросы порядка проведения досмотра, введения возможности в электронной форме составления перевозочных документов. Устанавливаются основания, при которых пассажир имеет право отказаться от полета и получить обратную сумму, уплаченную за непосредственно воздушную перевозку, за билет. Также устанавливаются специальные виды ответственности перевозчика, претензии к перевозчику при международных перевозках. Как отметил Анри Барциц, внесение поправок в существующий воздушный кодекс необходимо ввиду подготовки к запуску аэропорта. Их цель – изменение действующих норм кодекса для совершенствования правового регулирования правоотношений в гражданской авиации. Депутаты приняли проект поправок в первом чтении. Также депутаты в первом чтении внесли изменения в закон о налоге на прибыль организаций. Проект поправок должен помочь стимулировать развитие экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. В Абхазии ставка налога на дивиденды установлена в сумме 15%. Предлагаемые изменения зафиксируют ставку в размере 10% на дивиденды юридических лиц. Мы до 10% хотим снизить налог на дивиденды для предпринимателей и для представителей бизнеса. Я думаю, что это сподвигнет многих представителей нашего бизнеса получать дивиденды в нашей стране. И мы считаем, это тот редкий случай, когда, уменьшая налоговую нагрузку, мы можем получить поступление, на наш взгляд, увеличить поступление в бюджет с этого вида налогов. Нам нужно сделать так, чтобы налог на дивиденды представители бизнеса получали у нас, а не в других странах, где налог меньше. В окончательном чтении признан утратившим силу закон о должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов местного самоуправления. Как известно, закон устанавливает должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти в Республике Абхазия. В соответствии с Трудовым кодексом Кабинет министров утверждает систему оплаты труда работников. Таким образом, принятие закона об отмене закона о должностном соответствии обеспечит единообразное регулирование системы оплаты труда работников, органов и организаций, финансируемых из государственного бюджета на основании норм именно трудового законодательства. На практике существующая система верхнего порога и ограничения создает трудности, в том числе в понимании начисления заработных плат. К примеру, есть сложности в начислении в рамках судебной ветви власти, когда у нас есть, как это назовем, спорное толкование, неоднозначное толкование, когда заработная плата состоит из оклада и надбавок. Вот когда эти надбавки вместе с окладом доходят до определенного уровня, установленного действующим законом, который мы предлагаем отменить, это вступает в противоречие с нормами трудового права, где у человека есть право за выслугу лет, классные чины, иметь большую сумму. Это несоответствие будет фактически приведено в порядок. Депутаты внесли изменения в статью 4 Закона о государственной пошлине во втором и окончательном чтении. Проект закона предусматривает изменение вида и размера государственной пошлины, взимаемой за постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Абхазии. С 1 января 2024 года вступает в силу постановление Кабинета министров
об утверждении порядка осуществления учета иностранных граждан и лиц без гражданства по временному пребыванию на территории Абхазии. Само по себе постановление принято в развитии норм закона, принятого в августе 2023 года о внесении изменений о правовом положении иностранных граждан. Порядок, утвержденный постановлением Кабинета министров, предусматривает процедуру постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту их временного пребывания. И сумма госпошлины за постановку на учет по месту временного пребывания иностранного гражданина и лиц без гражданства предлагается в 200 рублей. Депутаты парламента также внесли в окончательном чтении изменения в закон о бухгалтерском учете, расширив возможности использования электронной подписи. Изменения в действующее законодательство способствуют обмену юридически значимыми электронными документами, отправке регламентированной отчетности в контролирующие органы в электронном виде в сервисе 1С «Отчетность» при наличии доверенности от руководителя организации и работе с государственными информационными системами. Изменения касаются электронной подписи, ее видов и применения. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.